как бы и розы есть, и как бы лилии тоже. Она сочетается две целых работы и очень красиво смотрится. Гигантские розы из фоамирана и другие работы выполнены из бисера и дерева. Ученице 5 класса Рабие Дзейтовой нравится больше всего. Здесь на выставке вместе с произведениями она знакомится с мастерами декоративно-прикладного искусства. Рабия в будущем надеется пополнить их ряды, совмещая школьные занятия. Она также увлекается творческим трудом. Мне очень нравятся такие выставки, так как это искусство, люди делают своими руками. Мне хочется больше знакомиться с такими людьми, так как благодаря искусству многое переходит через наследство в другие руки, поколение через поколение. Я занимаюсь бисероплетением, так как это очень интересная работа. Когда делаешь что-то своими руками, видишь это и думаешь, ох, как же это прекрасно. И главное, когда делаешь, бывает такое желание, чтобы узнать наконец-то, как же это будет. Это также развивает мозг, и люди тоже удивляются, и красиво получается. Среди представленных экспонатов декоративно-прикладного искусства – живопись и изделия ремесленного мастерства. Малика Альдиева – участница выставки и по совместительству одна из ее организаторов. Свои произведения она создает для эстетического наслаждения, называя их чистым искусством. Выставка организована Ассоциацией ремесленников Ингушетии, то есть туда входит около 130 ремесленников. И совместно с музеем решили провести вот данную выставку. Показать мастер-классы, показать нашу продукцию, показать людям себя, что в нашей республике действительно есть талантливые люди. Заглянув в историю, можно смело сказать, становление ремесленного искусства сыграло в наиважнейшую роль в развитии культуры античной Греции и Древнем Риме. Мастер-художник Аюб Цароев – один из инициаторов развития этого направления в современной Ингушетии. Эта работа называется низ хоржик, то есть правильный выбор. Это, как вы правильно заметили, это четкий. Здесь я показываю в виде башен ингушский народ. И здесь, как вы видите, от язычества к исламу переход религии. Уникальные работы Аюба, такие как «Исход» и «Жизнь к смерти». В них можно отследить и национальный колорит, и философское мышление автора. Как вы видите, работа называется, первая работа называется «Исход». То есть эти работы несут огромную смысловую нагрузку. То есть от башни к солнечным могильникам. То есть от жизни к смерти, как бы называется. Здесь, как вы видите, сердцебиение, работа называется «Миг». Картины таких жанровых направлений, как натюрморт, триптих живописи и другие произведения художников, представленных на этой выставке, имеют свою маленькую историю. Особого внимания заслуживает работа Лейлы Ужаховой «Золотая осень». Она пишет картины с 15 лет. Это первая ее работа, выполненная в модульном формате. Я сама родилась осенью, и эта тема мне очень близка. Если вы посмотрите мои другие работы, вы увидите эти оттенки, желтые, красные, вот эти вот сочные оттенки. Их у меня много всегда. Поэтому выбор картины, темы был очевиден. Теперь хотела бы сказать, что означает этот путь к светлому. Этим самым я хотела показать светлое будущее, к которому идет наша республика, к которому идем мы все. Делятся своими впечатлениями о выставке юные поклонницы ингушских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Нам очень понравились картины. Особенно нам понравилось, когда экскурсовод показывал и рассказывал нам о наших предках. Мы многого чего узнали. А тебе? Мне понравились те вещи, которые сделали из дерева, шлемы, старинные вещи. И я узнала очень многое о наших предках. Муса Измайлов на такой выставке в первый раз. Он даже не догадывался, сколько талантливых художников и ремесленников прославляют своим умением республику. Сегодня я в первый раз на такой выставке и был очень удивлен такими работами. Я не знал, что у нас в республике есть такие мастера. Особенно меня поразили картины, живопись, ручная работа. Прекрасным дополнением выставки стало награждение художников и картина, подаренная музею художником Идрисом Фаргиевым. Светлана Томова, Адам Мережков, Магомед Белакеев. Новости 24.